Давай еще раз. Ты русский? Да. Хорошо. Давно живешь в Казахстане? 28 лет. Молодец. Тебе 28, я так понимаю. Хорошо. Поддерживаешь ли ты Российскую Федерацию в том, что она развязала войну против Украины? Я поддерживаю русских людей. Ты поддерживаешь русских людей. Молодец, чем я тебя и поздравляю. Вот. Хорошо, смотри. Теперь следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, северные земли Казахстана принадлежат Российской Федерации? Ну, России. А мы от какого года ориентируемся? Вообще, в общем. Вот заявили политики, да, Российской Федерации, что северные земли Казахстана – это земли русские исконно. Как ты считаешь, твое мнение? Ну, вообще, да, это, конечно, русские земли. Их же они занимали, да. Но сейчас, конечно, нет. А до этого, когда с этими воевали казахи с тюрками, то тюрки шли на русских. Тогда была война. Тогда казахские были племена только. Вот так. Хорошо. Хорошо, у меня к тебе еще один вопрос. А Байконур чей? Да Байконур его уже давно зарегистрирован, он, конечно, русский. Русский. Россия, вот Жириновский тоже когда-то говорил, что типа там надо север Казахстана типа забрать, типа там много русскоязычных. А если Россия придет с войной в Казахстан, вы за кого будете? За Украину, ой, за Россию или за Казахстан? За Россию я пойду. А ты немец, подожди, ты немец, пойдешь за Россию, да? Если я не ошибаюсь, получается, если ты немец, когда-то Сталин твоих предков сослал в Казахстан, да, Россия выслала твоих в Казахстан предков, так, забрала у них имущество, так, но ты будешь поддерживать Россию. Плохо буду поддерживать Россию. Пиздец. А как? Ну ты гражданин Казахстана. Да поебать, я за русских попробую. Так ты немец. Похуй. Нифига не понял вообще. Ну я немец, что я пойду за русского по-любому. Так, еще раз, немец, который в Казахстане будет воевать за Россию. Ни хрена не понял. А смысл? Да надо понимать, что ты что ли? Так, а смысл? Ну я не знаю, я хочу, понимаешь, я болею за русских, я душой русский.